Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Всем добрый день, друзья! Мы продолжаем готовить для вас выпуски с якутянами, не выходя из дома. Сегодня у нас гость из самого сердца Ближнего Востока, якутянка Оксана Степанова из Дубая. Оксана, добрый день! Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Откуда вы родом, где учились, где работали в Якутии? Всем привет! Вначале хочу поблагодарить за то, что пригласили меня в свой эфир. На самом деле для меня это было очень неожиданно, так как это для меня первое интервью, которое я даю, и, надеюсь, не последнее. Меня зовут Оксана, я родом из Нербинского улуса, село Антоновка. Я родилась и выросла там. Потом, после окончания школы, я поступила в Якутский педагогический колледж на факультет английского языка. После педагогического колледжа я поступила в педакадемию, проработала 3 года учителем. И проработав 3 года, я поняла, что это не мое, и решила поступить в финансово-экономический институт. После института я проработала в межрайонной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам в качестве налогового инспектора. И потом я переехала в Эмираты. Как давно вы живете в Объединенных Арабских Эмиратах? И как так получилось, что вы оказались именно в Дубае? На самом деле все началось с моей самой первой поездки в Нью-Йорк. Это было в 2015 году. И после этой поездки я уже в Якутск вернулась не той. То есть меня Америка реально полностью перепрошила. Я как будто бы проснулась ото сна. И мне стало очень как-то тесно, неинтересно, хотелось чего-то нового, неизведанного. Но я не знала, за что взяться, что делать. Но в один прекрасный день мне написала моя однокурсница. И она мне писала с Эмиратов, она уже год жила там. И рассказала про себя там, про свою жизнь в Эмиратах. И в этот день после переписки я решила переехать в Эмираты. Я начала готовиться к переезду психологически, морально, материально. Я копила деньги, штудировала интернет, искала информацию об Эмиратах, советовалась. Помню еще в тот день, когда я после работы приехала домой, я сказала своим родным что все, я переезжаю в Эмираты. Меня никто всерьез не воспринял. И как-то все так, подумали что я шучу. Но я была очень решительна. И так я взяла отпуск и полетела в Эмираты. Как проходил процесс поиска работы? Чем вы сейчас занимаетесь в Дубае? Итого с одним розовым чемоданом, с розовыми очками и с визой на 1 месяц я прилетела в Эмираты. На тот момент, чтобы посетить страну, нужна была виза, и я сделала на 1 месяц. Итого меня утвердили в одну организацию. Я вышла на работу на испытательный срок, и по сей день я работаю на этой компании. Компания частная, авиационная компания, занимается продажей запчастей и делаем ремонт на самолеты и вертолеты. Изначально у меня со страной не было химии, то есть не было первой любви, прилетела, обалдела, осталась. Нет, такого не было. Эмираты для меня, во-первых, наверное, это была как просто цель, а не желание и не мечта. Поэтому я просто шла к своей цели. Я прилетела туда, чтобы устроиться на работу, и должна была добиться этой цели. Но при этом страна как-то не зацепила меня в тот момент. И поэтому я думала, может быть, мне обратно вернуться и подтянуть английский, и, может быть, полететь в Америку, по которой я очень грезила, мечтала. Но потом, взвесив все за и против, я решила остаться. Все-таки я потратила столько времени, потратила
сбережения свои. Итого я решила добить свою цель, добить свой челлендж и решила остаться. 3,5 года, как я работаю и живу в Эмиратах. Страна, конечно, очень уникальная. За какие-то 50 лет она превратилась из пустыни в одну из самых богатейших стран мира. Очень прогрессивная, амбициозная страна. Этой страной установлено более чем 190 рекордов Гиннесса. То есть по нему можно судить о том, сколько сил государство вкладывает в создание позитивного имиджа страны. Это страна, которая реально очень удивляет и поражает. Может быть, вы расскажете нашим радиослушателям, как выглядит обычный рабочий день? В Эмиратах 5-дневный рабочий день, но не с понедельника по пятницу, а с воскресенья по четверг. Пятница и суббота – это выходной. Все государственные структуры, там банки работают только до 2 часов. А так во всех международных компаниях 8-часовой рабочий день. Также у них ежегодно раз в году они держат пост. Пост этот называется священный месяц Рамадан. Это вот как раз-таки у нас сейчас время Рамадана с 24 апреля по 23 мая. И в этот день тоже у них короткие дни рабочие. И что удивительно, меня тут удивило то, что в Эмиратах не очень много выходных дней, как у нас в России. В России я привыкла то, что мы 10 дней отдыхали на новогодний, потом майский, потом еще мартовский, потом еще в июне. Очень много праздников. А тут в части этого таких праздников и выходных особо нету. Но в основном это до Рамадана и потом после окончания Рамадана. Ид-аль-Фитр или Ид-аль-Адха, это начинается там пару дней в сентябре. Эмираты – это мусульманская страна. Раньше я до переезда ни разу не сталкивалась с исламом, с мусульманством. Вот. И как и у каждой страны есть свои достоинства, недостатки, свои тонкости, границы. И в любом случае нужно уважать чужие традиции и учитывать особенности менталитета в стране, в которой ты живешь. На самом деле Эмираты очень комфортные для жизни, очень безопасные. То есть ты сейчас можешь выйти в любое время, хоть ночью, хоть утром. Ты всегда чувствуешь себя безопасно. У меня даже было такое, что я прилетела, я потеряла кошелек, где были у меня все сбережения, карточки, все. И я это оставила где-то в магазине. И потом я на следующий день, когда пошла в этот магазин, они мне вернули. То есть это такая страна, для меня это был шок. То есть если бы я потеряла кошелек у себя в стране, я бы уже все распрощалась, я бы даже не пошла искать его. Тут в части того, что люди очень честные, и уклад, вообще ритм жизни совсем другой. Нету суеты, живи да наслаждайся жизнью. Оксана, а можно спросить вас о дальнейших планах? Думаете ли вы прожить в ОАЭ всю жизнь? Почему? Насчет жизни вечной в Эмиратах, как таковой, я не мечтаю. Пока есть работа, пока есть возможность, буду работать. А так особо таких планов не строю. И вообще Эмираты, они не дают вид на жительство. Вот, то есть это как-то, визу можно получить рабочую и каждые 2 года продлевать. Как говорят, мы планируем, Бог располагает, да? Посмотрим, что жизнь подготовила. Скучаете ли вы по Якутии, по России? Скучаю, конечно же, по своим родным, друзьям, скучаю по еде нашей, по мясу, рыбе, индигирке. И я только тут поняла, все-таки Эмираты это чисто пустыня, и тут зелени, и вообще природы мало. И поэтому я очень скучаю
по лесу, по воздуху зимнему, вот такому вот свежему. Иногда, когда у нас тут жара, я прям хочу вздохнуть там свежего воздуха, там такого кристального, зимнего, освежающего. Вот, и когда нету сезонности, когда вот все время только один сезон, все время, когда лето, нету ощущения, как сказать, все очень быстротечно, все как будто бы жизнь быстро летит. Нету вот прощупывания времени. У нас там, когда вот сезонность есть, там лето сменяется осенью, осень зимой, там зима сменяется весной, и каждый сезон, он очень красив по-своему. И все-таки, оказывается, я тут поняла то, что природы мне очень не хватает. За 3,5 года я очень привыкла к местному климату. Вот, и свою самую последнюю поездку вот этим зимой в декабре я была шокирована морозами. И все-таки у нас очень такие суровые условия жизни. Вот, и не всякий это выдержит. Наш народ саха, он очень сильный духом. И прям я очень горда то, что я якутка, и то, что я родилась в Якутии. Оксана, что бы вы хотели пожелать якутянам? Хотела бы пожелать моим землякам всегда быть уверенными в себе, уверенными в своих силах. Нет ничего невозможного. Главное, просто надо захотеть и идти вперед к своим мечтам, желаниям. Всем удачи, здоровья. Сахам сирин олуқтақтырғар бағар гемете бейгат күйіс көтігер, кықтығыр, әрелләқ болыр гытығыр. Кихи сатаватаға ден соқ. Главное бағарық қаранада, ырасынағы толырығыр. Иннендек күйжулығын тулурдақ, табыллылақ, туруптақ, дорогой чөл олуқтақ болыр. Дорогая Оксана, спасибо вам большое за искренность, за сегодняшний разговор. Желаем вам удачи. Интересно отметить, что несмотря на небольшое население нашей республики, куда бы вы ни поехали, в любую точку мира, практически всегда можно найти наших земляков, якутян. А я напомню, что у нас в гостях виртуально была Оксана Степанова из Объединенных Арабских Эмиратов. Для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. Друзья, спасибо, что были с нами, будьте здоровы и берегите друг друга. Сүрәктән өрүдүн таксыбат Жикти көз түләк айылган Көк ойур көк қаллан суына Сайының тупсубут жараңа Энду алгар үескә бит боламын Толубаппын чысқан кылтан Қалың қар тоңмутун қайытан Тием өтә бир ухукка Saka